Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Добрый вечер. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба и президент Российской Федерации Владимир Путин обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством Христовым. В уходящем году абхазо-российские союзнические отношения эффективно развивались на благо наших народов. Нам удалось достичь прогресса в деле укрепления договорно-правовой базы наших отношений, активизировать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, продвинуться по пути социально-экономического развития, отметил в частности Рауль Хаджимба в своем поздравлении. Президент Абхазии выразил уверенность в том, что в следующем году и в дальнейшем под руководством Владимира Путина Россия будет продолжать свой путь сильной, сплоченной, динамично развивающейся страны с великим народом, который гордится своим государством и с уверенностью смотрит в будущее. Как подчеркнул в своей поздравительной телеграмме Владимир Путин, минувший год был ознаменован поступательным развитием российско-абхазских связей. Уверен, что мы продолжим активную совместную работу по построению союзничества и стратегического партнерства на благо братских народов наших стран в интересах укрепления мира, безопасности и стабильности в Закавказском регионе. В этом году исполнилось 40 лет знаменитому письму 130 видных представителей общественности Абхазии и национальной интеллигенции, адресованному высшему политическому руководству бывшего СССР. Письмо было написано в декабре 1977 года. Документ, имевший по сути эпохальную значимость, раскрывал национал-шовинистический характер политики Грузии в отношении Абхазии, проводившейся на протяжении ряда десятилетий. Это, в частности, подчеркивается в распространенном сегодня заявлении Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии». ФНА считает, что нынешняя плеяда абхазских политиков и молодежь нашей республики должны знать об исключительной важности событий 1977-78 годов, об их колоссальной роли в углублении национального самосознания нашего народа. Каждая строка знаменитого абхазского письма 1977 года золотыми буквами вписана в нашу отечественную историю. Наша задача – сохранить и приумножить бережное и уважительное отношение к историческому опыту и традициям нашего народа, давшим нам возможность встать на путь самостоятельного и свободного развития, отмечается в частности в заявлении партии «Форум народного единства Абхазии». Завтра, 28 декабря, состоится заседание сессии парламента. Депутатам предстоит принять в окончательном чтении закон о республиканском бюджете на 2018 год, а также утвердить бюджеты 6 внебюджетных фондов. В повестку заседания включен проект постановления об аудиторе Национального банка Республики Абхазия по проведению внешнего аудита Нацбанка. Планируется внести изменения в Конституционный закон о судебной власти, а также избрать судью Верховного суда. Президент республики представил в парламент кандидатуру Мананы Делбан на должность судьи Верховного суда. С начала года сотрудниками госавтоинспекции на трассах республики выявлено 1715 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на ужесточившиеся меры наказания, их количество не уменьшается. Только в декабре за это правонарушение водительских прав лишились 168 человек. В последние месяцы управление ГАИ провело ряд мероприятий по предотвращению нарушений ПДД и уменьшению аварий на дорогах. Новая акция «Безопасная трасса» стартовала сегодня и продлится до середины января 2018 года. Низва Аршба расскажет подробнее о спецмероприятии. На автомобильную трассу Псовын-Гур одновременно вышли сотрудники батальона ДПС, управления ГАИ Республики и роты спецсопровождения. Их главная цель – установить нарушителей правил дорожного движения, а именно скоростного режима, правил обгона и маневрирования. Также правоохранители штрафуют за управление транспортом без государственных номерных знаков и стекол с превышением норм тонировки. В мероприятиях задействованы более 100 сотрудников ГАИ. По статистике, к сожалению, декабрь месяц является аварийно опасным. Управлением госавтоинспекции была проведена работа касаемо аналитики особо опасных участков дороги на республиканской трассе, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом. На данный момент на данных участках скрыто несут патрули сотрудники ГАИ для выявления нарушения скоростного режима, для выявления нарушения пересечения сплошной линии. Для последующего привлечения на постах, как вы сейчас видите, за нашей спиной сотрудники ГАИ ведут работу
по ориентировке на тех выше указанных местах, где выявил скрытый патруль нарушения, останавливают, привлекают к ответственности. В наиболее опасных участках главной автодороги будут размещены контрольные патрули для скрытого видеоконтроля. Видеорегистраторы «Визир» зафиксируют правонарушения, данные о котором будут переданы на ближайший пост. Работа по этому плану ведется не только на Верхнеишерском посту, работа ведется по всей протяженности республиканской трассы. Данная работа будет проводиться на протяжении 1 месяца. Дальше уже будет в оперативном плане рассмотрены результаты нашего мероприятия, какие результаты они дали. И как дальше строить работу, будет уже новый план введен. Первые же минуты начала акции «Безопасная дорога» сотрудники ГАИ выявили множество серьезных правонарушений. Это и запрещенная тонировка, и пересечение сплошной линии. Одним из первых нарушителей оказался чиновник. На него был составлен протокол и выписан штраф. А вот на этом автомобиле установлены проблесковые маячки, разрешение на которые выдает только управление ГАИ. А у владельца авто такого документа не оказалось. Согласно утвержденной схеме, при реализации плана «Безопасная трасса» по всей республиканской автодороге будут дислоцированы более 30 административных и контрольных постов, которые будут функционировать ежедневно вплоть до середины января. В целях выявления лиц, приравненных по статусу к военнослужащим и пользующихся возможностью уклоняться как от привлечения к административной ответственности, так и от соблюдения элементарных правил дорожного движения, руководство ГАИ республики к своим профмероприятиям привлекло уполномоченных сотрудников прокуратуры, СГБ, ГСО и таможенного комитета. На сегодняшний день у нас идет особый порядок в административных делах, касаемых военнослужащих. В этой связи к нами привлечены сотрудники службы государственной безопасности, таможенного комитета, прокуратуры, государственной службы охраны для привлечения к ответственности их непосредственных сотрудников, которые, как показывает практика, нарушают нас. Сегодня влияют на ту оперативную обстановку у нас на дорогах. Первый день профилактических мероприятий «Безопасная трасса» было составлено 188 административных протоколов. 52 из них за превышение скорости, 15 за отсутствие водительских прав, 4 протокола за тонировку, 5 за отсутствие номеров. 3 неоформленных авто поставлены на штрафстоянку. Нисфа Аршба, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. Предварительные итоги года подвели в Гулрипском районе. Бюджет выполнил на 101%. Район встретит Новый год без долгов. Репортаж Ренаты Шакая. В Гульрипском районе 13 школ, в которых учатся 1745 учащихся. В этом году руководство Гульрипского района сделало упор на обновление материально-технической базы учебных заведений. В некоторых школах была заменена кровля. Более 70 окон практически во всех школах было заменено в течение года. На нужды школ района к новому учебному году администрация выделила более 700 тысяч рублей. Помимо этого, в некоторых школах была обновлена система водопровода, отремонтированы классные помещения. Материально-техническая база школ оставляет желать лучшего. Нам не хватает просто ремонтных работ, нам нужны реконструкции школ. Если проехаться по школам, мы можем сказать, где бедственное положение, где нужно вмешательство государства, так как силами района мы не сможем восстановить все это, необходимы более серьезные вливания финансовые. Впервые за 24 года в Гульрипском районе распахнул свои двери для детишек детский сад, обновленный после капитального ремонта. Рассчитанный на 120 мест садик включает в себя современные детские комнаты, спортзал, оборудованную по последнему слову техники столовую, а также музыкальный зал. В каждой группе спальня, игровая, буфет с раздевалкой и санузел. Детский сад «Сказка» был отремонтирован еще несколько лет назад, еще в рамках комплексного плана. Но тогда не все коммуникации были подведены к зданию, из-за чего дошкольные учреждения не смогли открыть вовремя. В этом году правительство сумело изыскать средства, и специалисты стали налаживать все коммуникации. В новом детском саду у нас сейчас более 130 детей уже, но потребности есть, нам не хватает, наверное, еще столько же минимум. И в связи с этим на 2018 год у нас в плане запустить еще один детский сад в селе Дранда, поселок ДСК. Финансовые средства на 2018 год для этих нужд заложены. После проведения всех необходимых работ детский сад будет открыт и примет более 60 детей. Есть еще один детский сад, который после реконструкции мог бы принять до 700 детей. Это детский сад в поселке Агудзера, детский сад «Солнышко». Значит, нужна капитальная реставрация.
капитальная реконструкция всего здания. Мы поддерживаем жизнедеятельность. Вот в прошлом году полностью отремонтировали пищеблок. В этом году были выделены средства на приобретение нового оборудования. Что касается отдела культуры администрации Гулерибского района, то и там организованы и проведены все запланированные на год мероприятия. Деятельность отдела направлена на сохранение, приумножение традиционных народных культур в районе. К наступающему празднику район готов и уже проводит праздничные мероприятия. Вчера прошла первая елка. Завтра, 28 числа, в 12 часов, будет проходить новогоднее мероприятие для младших ребятишек. И 29 числа в 4 часа в клубе поселка Гудзеры мы проводим молодежный праздник, концерт «Елка с нами» и дискотека, праздничная дискотека. Приглашаем всех. А вот сельскому хозяйству Гулерибского района в этом году нанесен значительный ущерб. Урожайность в 2 раза меньше, чем планировалось. Только под цитрусом планировали частный сектор 12 тысяч тонн, получили около 6 тысяч. И госсектор 1500-1600 тонн, получили 620 тонн. По однолетним культурам зерновые, кукуруза мы посеяли более 700 гектаров. Урожай был средний. В связи с тем, что большой ущерб нанес кукурузный стеблевой мотылек. По словам начальника управления сельского хозяйства Рафика Григоряна, низкая урожайность связана как с погодными условиями, так и с нашествием мраморного клопа. На 35 гектарах организовали опрыскивание ядохимикатами против как стеблевого мотылька, так и мраморного клопа. Результат получился неплохой. Местами вообще полностью был уничтожен мраморный клоп. Была получена поддержка со стороны госслужбы по защите растений. Значит, более 300 литров ядохимикатов было роздано через главу администрации населению, чтобы на месте населения организовало самостоятельно обработку против мраморного клопа. Как надеются специалисты, принятые меры помогут стабилизировать ситуацию, и крестьяне смогут получить хороший урожай в 2018 году. Рената Шакаева, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Акция «Ассир Хамтас» продолжается. Благодаря сотовой компании «Аквафон» и благотворительной организации «Кераз» сотни детей из многодетных семей в канун Нового года получают долгожданные подарки и другие сюрпризы. Какие, выясняла наша съемочная группа. Репортаж Налы Кофе. Любому человеку, особенно детям, иной раз хочется поверить в чудо, особенно в преддверии Нового года. Современный мир сложен, а порой жесток, и найти настоящее чудо, казалось бы, задача невыполнимая. Но киаразовцы вновь и вновь доказывают, что все возможно, пока есть добрые сердца, готовые прийти на помощь. Благотворительная организация «Киараз» вот уже 2-й год проводит акцию под названием «Ассир Хамтас». У более 500 детей из многодетных семей появилась возможность написать Деду Морозу письмо с заветным желанием, которое обязательно сбудется. А поспособствовать этому мог каждый желающий, обратившись в офис организации. Компания «Аквафон» в этом году взяла на себя ответственность осуществить мечту детей из 6 малоимущих семей сел Лыхны, Дурипш, Моква, Члоу, а также города Сухум общей стоимостью в 400 тысяч рублей. В рамках акции «Ассир Хамтас», которая проходит в этом году, компания «Аквафон» выделила 400 тысяч рублей, на которые мы покупаем, мы уже купили 50 обогревателей, будут куплены подарки для детей в размере 100 тысяч рублей, мы планируем потратить. Также будут выделены средства на закуп продуктов, необходимых к новогоднему столу. Возможно, какие-то одеяла приобретем, но в принципе все это происходит для того, чтобы подарить детям перед праздником радость, ощущение волшебства, ощущение чудес и просто того, что эти дети не обделены, что есть люди, которые думают о них, которые хотят подарить им тепло, любовь. В семье Лолиты Чокурая 5 детей. Самый старший ребенок в 7 классе. Младшему всего 6 месяцев. Несмотря на скромные возможности семьи, в доме уже стоит наряженная елка. Лолита поблагодарила всех за оказанную помощь и за то, что мечты ее маленьких деток в этот день сбылись благодаря «Киараз» и «Аквафон».
Мы сотрудничаем с фондом Кераз уже давно, достаточно давно, и много было проектов реализовано, но проект Asir Hunters живет уже 2 года. За эти 2 года мы объездили многие семьи по всей Абхазии, по всей республике и преподнесли в дар бытовую технику, продукты, игрушки детям, обогреватели, телевизоры и так далее. Хотелось бы отметить и поблагодарить, наверное, Каму Гопи, которая сотрудничает с нами. Именно она предоставляет нам всю информацию о этих семьях. Именно она помогает нам в реализации этого проекта. И если бы не ее участие, этот проект, наверное, не состоялся бы так, как он состоялся и уже состоится уже 2 года. Компания «Аквафон» одна из первых поддержала начинание организации «Киарас», оказав содействие в реализации акций, в результате которых десятки семей получили материальную помощь. А с сентября 2015 года первый мобильный оператор возложил на себя ответственность официального партнера благотворительной общественной организации «Киарас» и с тех пор ежемесячно перечисляет целевые средства для финансирования ее офиса. Спасибо очень Аквафону, всем, кто мне принес подарки, за подарки, с наступающим, с Новым годом. На самом деле, что желали, что дети желали, мы получили, они ждали очень вас. 100 тысяч тоже получила. Ребенку купила там кое-что, телевизор купила, что смогла, машинку, кухонную стенку. Что необходимо для дома, первым долгом взяла. В Новый год, как известно, сбываются мечты, даже самые смелые. Маленьким детям особенно важно верить в чудеса, ведь именно в таком нежном возрасте в человеке зарождается вера в добро. Вера, которую он пронесет сквозь всю свою сознательную взрослую жизнь. Благодаря благотворительной организации «Киарас» и сотовой компании «Аквафон» сотни детишек в новом году стали чуточку счастливее. 5-й юбилейный фестиваль молодежных команд Чемчирского района прошел во Дворце культуры Чемчиры. В этом году в фестивале приняло участие рекордное количество команд со всех районов города. Как и каждый год, финансовую поддержку мероприятию оказала компания «Амобайл». Особая атмосфера царила в Чемчирском дворце культуры. Зрительный зал был переполнен. Казалось, на игру съехались болельщики со всего района. Надо отметить, что в Чемчирской лиге КВН играют исключительно школьные команды. Создавалась она именно для них при молодежном центре «Гюенос» благодаря финансовой поддержке компании «Амобайл». Мы начали наш КВН уже с 2012 года. Победителями являются дважды высшей лиги КВН. И сегодня в течение 5 лет Чемчирский район живет, наша молодежь живет КВНом. Мы ежегодно проводим фестивали. И это знаменательное событие, она молодежь объединяет. Конечно, хотелось бы поблагодарить в этом помощь нам оказывала компания «Амобайл». В этом году в КВН приняли участие 15 команд. Моника Тужба связала себя с лигой 5 лет назад. Играет она за школу села Баслах. За это время девушка очень привязалась к своей команде и на сцене чувствует себя уверенно. Представить себя без КВН Моника уже не может. Каждый год жду этого. У нас репетиции проводятся очень весело, шумно. Мы все вместе придумываем шутки. Иногда, конечно же, это сложно, но мы стараемся. В течение 3 часов улыбка не сходила с лиц зрителей. Рассмешить зал интересными шутками для многих команд оказалось несложно. Это кто? А я его не знаю. Папа! Это не мой сын. В этот вечер все команды привезли с собой много смеха и веселья. Особенно зал рукоплескал первоклашкам, которые шутили на взрослые темы и профессионально играли на сцене. Тук-тук, все наши татамы, огромные цердыру удар подохтовся, шофа удар повесерюгам сазы. Сазак басывает, а ты все дадби, а харигу и това отказ из цапфара. Все команды показали себя с лучшей стороны, а зрители получили массу удовольствий. Для компании «Амобайл» поддержка подобных мероприятий всегда в приоритете. Сплоченность молодежи, умение играть в команде, учиться побеждать и развиваться – вот основная стратегия компании. В преддверии Нового года мы рады поддержать такой масштабный и значимый проект, как 5-й юбилейный фестиваль КВН в Чемчире. Сегодня «Амобайл» дарит праздник городу и молодежи. Мы гордимся талантливыми ребятами нашей страны, которые продемонстрировали находчивость и искрометный юмор.
Последними на сцене выступала команда абхазской школы-интерната. Кстати, у команды была самая большая группа фанатов, которая задавала тон среди болельщиков. Для всего зала стало сюрпризом, что на сцену в одежде Деда Мороза вышел участник проекта «Ты супер танцы» Леон Кабба и победительница прошлого сезона Валерия Адлиба. После игры все команды были приглашены на сцену, где состоялось вручение наград. Сария Смыр, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. Торговая компания «Премиум» – эксклюзивный дистрибьютор известных мировых брендов и лидер алкогольного рынка Абхазии. Одно из самых важных направлений деятельности компании является благотворительность. По ставшей уже традиции, в преддверии Нового года компания «Премиум» дарит продукты питания и сладости тем, для кого внимание и забота не могут быть лишними. Репортаж Ирины Аршпа. Ежегодно в преддверии Нового года компания «Премиум» оказывает помощь престарелым и инвалидам, детям с ограниченными возможностями, ветеранам и многодетным семьям. Компания «Премиум» ежемесячно перечисляет 4 детским фондам: Ашана, Киарас, благотворительному фонду Гудаута, Сухумскому дому юношества определенную сумму, которая прописана в договоре. Также в течение года мы периодически передаем продукты питания в Сухумскую и Калдахварскую школу-интернат, в дом престарелых, в столовую для малоимущих при Сухумском кафедральном соборе, ну и многим другим организациям. Продукты питания и сладости были доставлены сегодня подопечным Ассоциации родителей детей-инвалидов. От имени Ассоциации родителей детей-инвалидов хочется поблагодарить компанию «Премиум» в лице генерального директора Астамура Гагуля за предоставленную помощь и пожелать всей компании процветания, добра, счастья, нашим детишкам здоровья и большого благополучия. Следующий пункт назначения – дом-интернат для престарелых и инвалидов «Надежда». Здесь такая помощь в канун Нового года особенно приятна. В очередной раз в канун Нового года компания «Премиум» привезла подарки для проживающих и сотрудников дома-интерната. Очень отрадно осознавать и думать, что среди нас есть еще чуткие, заботливые люди, которые знают о том, что мы, дом престарелых и инвалидов, есть, что мы существуем, знают наши проблемы. И спасибо им огромное человеческое за это. Несмотря на непростую жизненную ситуацию, постояльцы дома-интерната в праздничной атмосфере готовятся к встрече Нового года. Любимица всего персонала Жанна Гизердава поздравила всех с наступающим праздником. С наступающим Новым годом всех наш персонал. Они очень добрые, отзывчивые. Всегда смотрят, следят за нами. Я им очень благодарна. Желаю им здоровья, самое главное. Всего самого наилучшего. Новый год – праздник, с которым мы связываем надежды на лучшее. Только совершая добрые дела и даря радость тем, кто особенно в этом нуждается, все вместе мы сможем сделать этот мир лучше. Ирина Аршба, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 5-10, днем 14-19 тепла. Температура моря плюс 12. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.